Так, мне тут предлагали сходить в Украину и спросить их про Орду. Раиса Дюсембекова предлагала. Давайте попробуем. Не знаю, как это про Орду. Жалпы Қазақстан туралы сұрашы Асқар. М. Не біледі екен? Қалай қазақтарға көзқарастары? М. Багира, где ты? Иди гуляй, гуляй, иди гуляй. О, что за лес? О, что за лес? Лес охуенный Павлоградский. А можно вас спросить? А можно вас спросить? Ой, Ну, если можно на вы, то да, спрашивай. да, сейчас. Да, сейчас. Этот, Так, у меня сразу же вопрос-ответ. Это что-то из остроумной хуйни или из нормальной моральной политической движухи? нормальная политическая Нормальная движуха. политическая движуха. Слушай внимательно. Да. Ну, только вопрос на вопрос. Вопрос от тебя, вопрос от меня. Хорошо, хорошо. Хорошо. А вот эти украинцы все время говорят про Орду. Говорят про Орду. Про кого? Орда. Орда. А, ну да, есть такой пепел, который сейчас в полях лежит. Есть такое дело, А да. почему вы используете слово Орда? слово Орда? Что оно означает? Что оно означает? Орда это как орки. Орки. Орки как кто? Как Да. во «Властелине колец» или как в игре Warcraft? Да, ну смотри, просто момент такой, вот я не буду спрашивать, где ты живешь, кем ты работаешь и чем ты занимаешься. Просто сейчас буквально 10 секунд я тебе расскажу момент. Мгм. Вот тебе было бы приятно, если бы вокруг твоего дома, в твоем населенном пункте, Мгм. уничтожали, убивали, насиловали, убивали в подвалах людей, завязанными, ну просто, блядь, просто убивали, нахуй. Было бы приятно. Нет. Ну, Нет. вот. И вот поэтому орки. Нет, Если бы мы почему пришли к вам, орки? Почему орки, мне понятно. А мне непонятно, вот. почему А Орда. Орда, потому что это все, вот это вот все пятно черное, Ага. это Орда. Ага. Вот это из нечисти. Ну, Ты то есть вижу, это такой получается, более-менее это как в игре Warcraft, да? Вот типа, там есть вот Да. орки, у них Орда. Есть силы света, есть силы тьма, есть Да. наши, есть ваши. Да. А есть, Вот. ну вот в Варкрафте кто там есть? Люди, гномы, эльфы всякие. И вот Бля, орки. ебать, я так много не играл, я могу тебе сказать одно. Не, что ну а если подожди, вы- а вот к Золотой Орде это имеет отношение? Это имеет отношение? Орки? Ну вот Орда, вот золотая, это Золотая Орда или нет? Золотая Орда или нет? Нет. Это именно орки, да, получается? Орки, да, получается? Ну, я не хочу тебя обидеть, бо я вижу, ты нормальный человек, я тебе скажу, что хорошего мало. Вот. И за плохое все должны платить. Не, вот я Правильно? я казах, допустим, да? Меня Даша... Тогда слушай, я тебе скажу, что, ну, вот, если они с нами не разберутся, обосрутся, когда НАТО нам поможет, я и сам из Украины, я, ну, то есть, хохол. Но если нам поможет, они ж на вас переключатся, понимаешь? Ну, типа, я не угрожаю и не просто, ну, Не, вот это просто пидорасы. смотри, казахи рассматривают Золотую Орду как свое государство, да? Ну, в истории было, которое. Скажи мне, пожалуйста, кто хрестил Москву? 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 Да. Не знаю, но Киев крестил, Киевскую Русь крестил Владимир Первый, Первый. который Красное А Киев, Солнышко. это Киев кто? Мать городов русских. Мать городов русских. Еще вопросы есть? Нет, подожди, Шо? я тебе не про это спрашивал. Я тебя спрашивал, Ну, как а я казах, сейчас про скажу, Золотую Орду. Золотую Орду. В общем, есть, в любом случае, есть разные подразделения войск. В любом случае. И там, с двух сторон есть, ну, ты понимаешь, маркехи, пухи, ну, то есть, всякое есть. Ну, Мгм. есть те, кто топит за свое, за земли, за правду, да? Мгм. А есть те, которые хочет отжать. Мгм.
Ну вот, было бы тебе, например, приятно, если бы я со своими 3 друзьями пришел, у тебя квартиру забрал. Было бы Нет, это приятно. неприятно, это понятно. Нет, И мне я, было я, бы я тебе, приятно. я хочу тебя Я как просто у украинца узнать твое мнение о Золотой Орде. Оно имеет отношение к вот этой Орде, которую вы говорите все время? Или это другая, или это Я чисто могу орки? сказать, когда весь мир узнает о правде, о всей правде, то тогда это будет иметь отношение. А сейчас я, Не, не ну могу как, тебе каким сказать. образом Золотая Орда имеет отношение? Она уже ее давным-давно нету. Уже много веков. Уже много веков. Единственное, что могу тебе сказать, Золотая Орда, это где-то ты, походу, услышал в игре и начал себе это переживать. Дружище, просто, сейчас идет, не компьютерная игра и не история. Сейчас идет новая жизнь, сейчас пишется история. Сейчас, блядь, я просто Короче, Орда, из-за того, потому что... что орки. Все, да? Да, потому что Все, черные люди. все, Черные, все. они Ну все, чертят, ну все понимаешь? понятно. Все понятно. Хорошо. Блядь, и мой тебе совет, когда ты будешь видеть у себя там где-то в районах дома, не знаю, когда ты увидишь Z, V, X, вот эти все обозначения, шли их нахуй домой обратно. Угу. Эти мародеры, насильники, они поддерживают эту всю движуху, понял? То Все есть, хорошо. Все хорошо. В любом случае вам не показывают все то, что видим мы. Слава Украине, Алха Казахстан. Казахстан. Слава Украине и Казахстану слава. Давай, пока. Привет. Что? Я не слышу. Я не слышу. Нет, ты не слышишь? Нет, еще раз можно? Еще раз можно? Привет. 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 Как дела у вас? Хорошо. Ты сейчас что там материлась или что ты делал? Или что ты делал? Что ты делал? Нет, я найду тебя, если что, окей? Окей, хорошо. Окей, хорошо. Смотри, у меня есть к тебе вопрос такой. Украинцы все время говорят про Орду. Знаешь? Знаешь? Орда. Орда. А? Ну, не слышала никогда? Говорят, Орда, Орда. Орда. Не, я такая... Не слышала. А про орков слышала? Орков слышал? А? Орков. Орков? Орков? Да, про орков. Да, про орков. Да, слухала. Кто такие орки? Кто такие орки? Це русські. А, Я так їх не називаю, тому що я не читаю. Я взагалі не за Зеленського, я просто хочу, щоб на Україну не бомбили. ну это логично, Это да. логично, да. Я за мир. Ну, конечно. Все нормальные люди за мир. Нормальные люди за мир. Понятно. Понятно. А про Казахстан что-нибудь знаешь? Что-нибудь знаешь? Я просто знаю Казахстан, я нічого не знаю про нього. Ты только название, да, знаешь? Название, да, знаешь? Да. Ну ладно. Давай, пока. Давай, пока. Привет. 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 Здравствуйте. Здравствуйте. Вы украинец? Наполовину. А на другую половину кто? Поляк. А вы сейчас на Украине? Да, я еще живу в Украине. Не на, а в Украине. Ага. А где? Город Желтые Воды Днепропетровской области. Понятно. А можно вам, как к украинцу, задать вопрос? Ну, попробуйте. Вот я слышал часто, что украинцы говорят про Орду. Что это значит? Не знаю. Не знаете, да? Вы такое не слышали ни разу? Нет, Орда я знаю, что была Крымская Орда, татары. Ну. И все. А что они там за Орду говорят? Я не интересовался этим, и мне не интересно абсолютно. Я живу себе спокойно и живу. Меня никто не трогает, и я никого не трогаю. Нет, мне сейчас объясняли, что Орда это значит орки. Не знаю. Привет. Привет. Вы украинцы? Но, ми словениш. Славены? Да. А по-русски понимаете? Не марamo Ruso, ker znači... Вы украинцы? Так, прикинь. А можно вам, как украинцам, задать вопрос?
Я вся в увазі. Давай, кажи, я слухаю. Вот я слышал, украинцы все время говорят про Орду. Что это значит? Включи Вікіпедію, почитаєш. Нет, я хотел узнать, я Википедию открывал. Я хочу узнать, что украинцы имеют в виду, когда говорят про Орду. І піди нахуй. Здрасте. Здравствуйте. Вы украинец? Нет, А кто? я русский. Россия, да. Ладно. Я хотел у украинцев, я выбрал Украину, меня с Россией соединило. Я хотел у украинцев спросить про Орду. Про Они чё? про Орда есть же? Они все время говорят про Орду. Орда. Не слышал? Не. Ну, А у вас Россия, кстати, стоит сейчас. ну да, я с России. Я говорю, я хотел, я хотел с украинцами пообщаться, но меня с Россией соединило. Я выбрал Украину. Нет. Видимо, на Украине мало людей, поэтому меня с Россией опять соединяет. Ладно, я пошел дальше. Ага, давайте, удачи. Здравствуйте, вы украинцы? Привет. Привет. Вы украинки? Привет. Привет. Вы украинцы? Украинцы? Русские. Здравствуйте. 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 Вы украинка? Вы украинка? Українка. А можно вам как украинке задать вопрос? Украинке задать вопрос. Пробуй. Украинцы все время говорят про какую-то Орду. Какую-то Орду. Вы можете пояснить, что это Можете такое? пояснить, что это такое? Ну, про яку Орду говорять? Ну, Орда говорят. всё Ну, время. Орда Орда, говорят да. все время. Орда. Ну, ви не знаєте значення слова Орда? Нет, я знаю значение. Для меня Орда это золотая Орда. Золотая Орда. Ну, Орда це в розумінні йде, ну, плем'я, яке захватницькі рейди робить. Ну, прям як Росія з сусідами. Ну да, это типа как в русском языке значения такие. На нас напали орды кочевников. Типа большие толпы. Большие толпы. Да. Да. Вы поэтому называете Вы Орда? поэтому называете Орда? Потому что типа много россиян напало на Украину, да? На Украину, да? Ну, напевно, в цьому розумінні вживається слово. Нет, а вот я, допустим, я казах. Я казах. Для меня Орда это название нашего государства. Ну, Золотая Орда Ні, в русском языке называется. русском языке называется. Тут, скоріше всього, мається на увазі, що це як збіговисько баранів, яке бігає. Да. туди-сюди. Просто с казахского Орда переводится что-то типа ставка. Что-то типа ставка. Допустим, вот Белый дом же есть в Астане, где президент сидит. Резиденция. Ну, похож на Белый дом. А он называется по-казахски, он называется Ак-Орда. То есть белая ставка. Белая ставка. Ну, я ж вам кажу, скоріше всього, слово Орда взяли від розуміння, як от була, як ви кажете, Золота Орда, кочевники нападали, от, і... Ну так это же получается предки казахов нападали, это казахи нападали. А сейчас напали русские. Ну, Или вы не видите разницы между казахами и русскими? Между казахами и русскими. між казахами і русскими бачу різницю. Ну, Ну, Скажімо так, тут, скоріше всього, просто їх взяли як поведінку, яка була в середньовіччя. нет, а почему вот именно казахи многие обижаются на использование слова Орда? использование слова Орда. Почему не другое? Вот, допустим, Мордор это не обидно, Это не обидно. потому что Мордор не имеет отношения к казахам, а Орда имеет, потому что это название государства казахского. Государства казахского. Понимаете? Понимаете?
Ну, я розумію, ви роз'яснили, але я не знаю, що ви хочете, щоб я вам пояснила. Чому Ну, хтось з українців вживає... Да, я понял. Ну, короче, потому что вот напали орды. Все, понятно. Мне просто интересно узнать, откуда это пошло. Кто это первый придумал. Вот так сравнить. Сравнить казахов с русскими. Та Вот. ніхто не порівнював казахів з росіянами. Чому ви вирішили, що це порівняння казахів з росіянами? Ну, сравнили же почему-то именно с Золотой Ордой. Не с Наполеоном сравнили, там, не с Гитлером сравнили, а именно с Золотой Ордой сравнили. Да вони Золотій Орді в подметки не годяться. Я кажу, що, скоріше всього, порівнюють з часами, коли йшла війна, в ті часи. Як коли Золота Орда нападала кількістю і давила свого ворога кількістю. Вона була великим військом. І брала в ті часи кількістю. Завойовувала територію за рахунок того, що в них було більше військових, більше солдат. Ну, вообще нет. Вообще нет. У Золотой Орды было не такое же большое войско. Ну, нападати на маленькі поселення все одно вони нападали Не-не-не-не. більшою. Киев, например, очень большой был по сравнению. Большой город по сравнению с войском. Київ не брали ж? А? Вони ж Київ і не захватили. Вроде бы Чи брали? захватывали. Брала Золота Орда Київ. То, що підступала до стін Києва, то да, ну не пам'ятаю я, що брала Золота Орда Київ. Брал, по-моему. Можливо, в осаду брала, але не цей. Что, Киев не покорился Золотой Орде? Ні. Не. Отстоял свою независимость. Понятно. Ну, Я не думаю, що українці, які вживають це слово, хотіли якось образити. Скоріше всього, не знаючи, що це має ще одне значення, слово Орда має значення ще як назву вашої країни, тому і використовують не по незнанню. Ну ніякому не думаю, що в смислі... У меня есть теория, что вот от слова орки имели в виду орков, а есть такая игра Warcraft. И там вот объединение вот это государства орков называется Орда. В этой игре Warcraft. Очень популярная игра. Я в ігри не граю, тому я вам не скажу. Може і звідтам взяли, що звідти. Ну, в нас їх і орками звуть, в основному орками кличуть їх. Ну, орки понятно. Орки мне не обидно. Мне обидно слово Орда. Ні, я вам кажу, що якщо і вживається слово Орда, то це тому, що не тому, що знаючи, наприклад, ви мені це сказали, я не знала, що називається вже Орда, що це ще назва іменно от країни. Да. Як де, чесно, не знала. Да. Официальное название Улус-Джучи, но у казахов называлась Орда. І, допустим, якщо я вживаю слово Орда, я маючи на увазі, що це от Толпа, вот как гигантская тьма кочевников. Да. Тільки в цьому смислі. Ні в якому смислі не чіпаючи це. Я знаю, що з казахами в нас вроді би добрі стосунки, і вони так само не підтримують того, що Росія зробила. А вот вы к президенту Казахстана как относитесь? Я не знаю те саме. Наскільки я чула і розуміла, то зараз президент Казахстану, останнє, що я в новинах читала, то промелькнуло в мене, що щось там він Росії заперечив. Я вам не можу нічого сказати, бо я про нього мало що знаю. Ну, сейчас на Казахстан собираются там накладывать санкции за то, что он России помогает. Ну, це, як то кажуть, само собою з того виходило, якщо попереджалось, якщо допомагаєте Росії, будуть і на країни, які допомагають. Мне кажется, знаете, здесь есть путаница. То есть есть люди, казахи в Казахстане, они вот поддерживают Украину. А есть власти, есть президент. Ну, я знаю, що влада від народу трохи відрізняється. Да, Ну, и не вот трохи, они поддерживают Россию, но им нужно как-то балансировать. Они иногда время от времени притворяются, что они на одной стороне с народом. Ну, розумієте,
я не знаю, як це саме. Мені важко вам сказати. Я знаю, можу сказати, в нас по країні, в нашій країні, Мгм. якщо в нас влада не підтримує народ Мгм. і йде щось проти, в нас народ восстає тоді. Майдан. Ви це неодноразово бачили в нас. По Майданам, по революціям. Коли ми були не згідні з владою, ми Мгм. восставали. Да. А вы знаете, как переводится слово казак? Слово казак. Ні. Казак это с древнетюркского переводится свободный человек, вільна людина. Вільна людина. М. У вас в гимне же написано, как там, помним, что мы козацкого роду. Козацького роду. А, ну да. Ну, это что значит? Ну, це що значить? Ну, що ми вільні? Ну, что вы, да, происходите от свободных людей, и у вас дух свободный, поэтому вы все время сносите свою власть на Майданах, если они не слушают Ну, народ. це, Не слушають народ. знаєте, виносити на Майдан, це ще за часів козацтва було впроваджено. Козаки були досить демократичною такою організацією, Мгм. які вирішували все, вирішували на Майдані. Тобто вони вирішували, народ вирішував. Да, а управляли казаками атаманы. Казаками атамани. Да. Ата по-казахски это дед или старший. Ага. Или старший. Да. А атамана вибирали козаки. Він був вибірна посада була. Ну, І короче, якщо він не украинцы справлявся, как казахи. Українці як казахи. напевно, щось нас рідне є. Ну, военная демократия была. Воєнна демократія була. Да. Ладно, Ну, мені кажуть, Ладно, удачи вам. удачі вам. дякую, вам також. Да, слава Украине, Алга Слава Казахстан. Україні, Алга Казахстан. Да. Раиса Дюсимбекова, еще идем? Или почему нечестно? Почему я им помогаю отвечать на вопросы? Она же ответила, она сказала, вот у нее такая ассоциация, что вот орды, это в русском языке такое значение, да, на нас напали орды. Вот ей же никто не объяснял, кто-то когда-то запустил это слово. Вот моя теория, это то, что это связано с игрой Warcraft. Это очень популярная игра. Посмотрите, есть даже недавно фильм Warcraft сняли. Да? Вот, кстати, может, Жириновский говорил про Орду. Они же все время смотрят, так же, как и казахи, смотрят российские новости и так далее. У них это Орда, Золотая Орда, им даже вообще даже не мелькает. Вот, ну, вы видели сами. Они про эту Золотую Орду. Какую Орду? Что ты мне там говоришь вообще? У них нет ассоциации. Почему не рать? Потому что рать это русское слово. И это, во-первых, в русском языке редко употребимое слово. Ну, кто в наше время говорит слово рать? Пьянковский. Пьянковский старый маразматик. Пьянковский. Поэтому он там и матерится на большую аудиторию постоянно. Поэтому то, что он там говорит Орда, он еще не то скажет для того, чтобы для красного словца. Поэтому мне кажется, достаточно. Или еще пойдем? Еще про Орду поспрашиваем. Просто давайте в следующий раз вы напомните мне пойти в Украину. Потому что, ну, одно и то же, когда быстро надоедает, да. Все увидели? Если увидели, обязательно распространите среди жильцов вашего ЖЭКа, как вы это любите.